Доброе утро, Республика! Мы снова встречаем «Утро в Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Вместе с вами сегодня в студии я, Руслан Ачиров. И прежде чем начать наш эфир, мы хотим поздравить десантников с Днем ВДВ. Ведь именно сегодня по всей стране они будут отмечать свой праздник – День воздушно-десантных войск. Днем создания крылатого десанта принято считать 2 августа 1930 года. Именно тогда на учениях под Воронежем первые 12 десантников спрыгнули на парашютах с бомбардировщика ТБ-3. После этих маневров эксперты поняли необходимость формирования такого вида военных сил. Ну а мы сегодня будем говорить не только об этом празднике, но и о других не менее важных событиях этого наступившего дня. Итак, что мы сегодня вам покажем? В регионе с начала этого месяца проходит Всемирная неделя грудного вскармливания и здорового питания матерей и детей. О значимости этого мероприятия и о том, какая еще программа ожидает жителей столицы, мы узнаем от нашего приглашенного гостя. Тему здоровья детей и женщин мы продолжим в нашей рубрике «Мой доктор». Далее, как и прежде, будут новости из мира науки и спорта. Перейдем к новостям культуры, так что оставайтесь вместе с нами и встречайте это утро на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Ну а сейчас всем желаем отличного настроения, бодрого утра и самое время узнать, какая же погода за окном. По состоянию на 6 часов утра в центральных районах республики температура воздуха была плюс 8, плюс 11 градусов. В заречной группе районов 9-13, в южных 7, плюс 9. В Вилюйской группе улусов от 5 до 11 градусов тепла. В Нижнеленских 11, в западных плюс 5, плюс 8. В Колымо-Индигирской группе улусов плюс 4, плюс 12, в Янских 7-11 градусов выше 0. На северо-западе республики плюс 8, плюс 13 градусов. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составляла плюс 13 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 1 метр в секунду. Сегодня днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 21 градус. В одном из детских загородных лагерей Мирнинского района отметили День дружбы. Отметим, что День дружбы ежегодно во всем мире отмечается 30 июля. Праздник молодой, его начали отмечать только с 2011 года. Значение Международного дня дружбы трудно переоценить, поскольку перед современным миром по-прежнему стоит большое количество вызовов. Голод и нищета, насилие, нарушение прав человека, нетерпимость людей по отношению друг к другу. День дружбы направлен на сокращение ксенофобии в обществе, улучшение взаимопонимания между представителями самых разных национальностей и вероисповеданий. Воспитанники оздоровительного лагеря «Орленок» на час поменяли национальность. Тематическую игру для детей провели представители молодежного актива Мирнинского отделения Ассамблеи народов в честь Международного дня дружбы. Каждый отряд с помощью жеребьевки вытягивал карточку с названием города, а после ребята рисовали флаги и рассказывали про национальную одежду и традиции народностей. Команды старались удивить организаторов праздника. После презентации национальностей воспитанников ждал сюрприз. Победителями стали все. Нам подарки выделили с города Якутска, Молодежная ассамблея народов. Это будут сладкие подарки для всех отрядов, так как день дружбы и побеждает дружба. Международный день дружбы, учрежденный Организацией Объединенных Наций, не единственный праздник подобного рода. 9 июня отмечается Международный день друзей, 25 июня – День дружбы и единения славян, 3 июля – День тайной дружбы. В календаре есть даже день встречи со старыми друзьями – это 26 сентября, и следующий сразу за ним – День дружбана. А, например, в соседней Беларуси 19 мая 80% школьников в возрасте от 7 до 17 лет отмечают День пионерской дружбы. Можно еще покопаться в календаре и отыскать иные удивительные даты, так или иначе связанные с дружбой. Но если 30 июля в мире отмечали День дружбы, то давайте узнаем, какие праздники отмечаются сегодня. На календаре у нас 2 августа, ну и, соответственно, какие же праздники сегодня связаны с этим днем. На
На календаре 2 августа. В этот день отмечают день рождения почтового ящика, день сидения на подоконниках, день ивенкийской природы, день сэндвич-мороженого и день книжки-раскраски. Свой профессиональный праздник отмечают служащие воздушно-десантных войск. К торжествам присоединяются вспомогательный персонал, бывшие десантники, курсанты и преподаватели профильных высших учебных заведений. Праздник приурочен ко дню рождения десантных войск 2 августа 1930 года. По народному календарю в этот день христиане почитают память пророка Илии. В этот день принято устраивать семейные обеды и кормить малоимущих. В этот день нельзя работать в поле и по хозяйству. Запрещается купаться в водоемах, стоять под деревом, кричать, бегать, петь. Считается, что в человека, который нарушит запреты, может попасть молния. В этот день заканчивается лето. Если в этот день сухо, то 6 недель будет сухо. Если в этот день идет дождь, то идти ему еще 6 недель. События в этот день. В этот день был открыт Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. В 1995 году – день создания русского радио. В 2007 году на глубоководных обитаемых аппаратах «Мир» впервые в мире было достигнуто дно Северного Ледовитого океана на Северном полюсе, где был размещен российский флаг и капсула с посланием будущим поколениям. Самуэл ван Хокстрате – голландский художник, график, теоретик искусства. Мирна Лой – американская актриса, обладательница премии «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе. Леонид Линник – советский и украинский офтальмолог, автор лазерной медицинской технологии, доктор медицинских наук. Валерий Быковский – советский летчик-космонавт номер 5, дважды Герой Советского Союза, совершивший 3 полета в космос общей продолжительностью 20 суток, 17 часов, 47 минут и 21 секунду. Георгий Мовсисян – советский российский композитор-песенник, заслуженный деятель искусства России, народный артист России. Именины сегодня отмечают Ян, Федор, Тихон, Теодор, Сергей, Савва, Петр, Николай, Леонтий, Кузьма, Константин, Илья, Иван, Ибрагим, Ефим, Егор, Георгий, Афанасий, Алексей, Александр, Аарон. С 1 августа на территории региона стартовала неделя грудного вскармливания. Всемирная неделя грудного вскармливания проводится ежегодно в первую неделю августа при поддержке ВОЗ, ЮНИСЕФ, Министерств здравоохранения многих стран, а также партнеров из гражданского общества. И о значимости этого мероприятия сегодня нам расскажет Иляева Айталина Владимировна, заведующая Центром грудного вскармливания перинатального центра Якутской республиканской клинической больницы. Доброе утро. Доброе утро. Айталина Владимировна, вначале познакомьте нас с вашим отделением. Наше отделение было организовано в 2018 году с момента введения в эксплуатацию нового перинатального центра. Функции нашего отделения заключаются в психологической поддержке мам, только что родивших, при помощи сохранению успешной лактации. И самое главное, мы занимаемся обучением персонала, это акушерок, медицинских сестер, правильному прикладыванию, решению проблем при возникновении трудностей. Самое главное – это психологическая поддержка мам. Как вы сказали, Всемирная неделя грудного вскармливания в нашей республике она проводится уже 12-й раз. Это у нас планомерная работа, но вот именно в эту неделю мы выходим в средства массовой информации, на онлайн-площадке, и более активно ведется пропагандистская работа по пропаганде грудного вскармливания. То есть это на этой неделе именно вот такие проходят мероприятия? Это международная неделя, то есть она проводится по всему миру. И в нашей республике она проводится в 12-й раз. А в чем польза грудного молока? Вопрос немного, наверное, странный, но тем не менее. Грудное молоко – это самая естественная среда, оно высококалорийное, оно имеет пользу как для мамы, так и для малыша. Во-первых, самое главное, с момента рождения устанавливается тесная психоэмоциональная связь, то есть контакт. Мама и малыш – это как единое целое. 9 месяцев они находились вместе, и после рождения, в связи с тем, что когда мама начинает кормить, это вот именно самая главная психоэмоциональная связь. Для малыша это формирование правильной биофлоры кишечника, сохранение, помощь в иммунитете, так как в грудном молоке содержатся все инфекционные факторы, все антитела, которые
болезнь, которую мама перенесла с момента рождения. То есть не только во время беременности, а вот все детские инфекции, все заболевания, которыми она болела, эти антитела содержатся в грудном молоке, и они передаются малышу. То есть иммунитет матери передается малышу? Да, ну не так прямо, что он передается, но в грудном молоке содержатся антитела. Также содержатся бифидобактерии, которые формируют созревание кишечника. Ну и для мамы это инволюция матки, то есть быстрый переход к состоянию. Немаловажный фактор – более быстрое снижение веса. И в дальнейшем это профилактика онкологических заболеваний не только женских половых органов, но и вообще всех онкологических заболеваний. Ну, еще раз повторюсь, это самое главное – это тесная психоэмоциональная связь, контакт мамы и малыша. Какие вопросы чаще всего возникают у кормящих матерей? Значит, самый, как говорится, распространенный вопрос: у меня мало молока, мой малыш не доедает, он все время плачет. И наша задача, мы должны убедить маму, что малыш, во-первых, когда ребенок рождается, желудок ребенка, он размером всего с косточку черешни или косточку вишни. То есть большие объемы молока ребенку не нужны. И то, что он плачет, это 90% то, что он не то что голоден, а он просто говорит: мама, обрати на меня внимание, мама, я хочу покакать. Вообще, в принципе, он заявляет о том, что он появился на этот свет. И еще задают вопросы, какую диету нужно соблюдать. Ну и мы говорим, что строгой диеты не должно быть. Мама должна есть то, что она ела на протяжении своей жизни. То есть, если она до этого ела нынешние молодые девочки, суши, бургеры, я не говорю, что их нужно продолжать после того, как она родит, но если она резко перейдет на гречку, куриный бульон, это будет полезно ни ей, ни малышу. То есть организму нужно перестраивать? Да, организму. Самое главное, нужно есть то, что она ела во время своей, до возникновения беременности. То, что резкой диеты, резкие переходы на гречку и куриный бульон не нужно. Спасибо, Айталина Владимировна. Мы желаем, чтобы все мероприятия, которые были запланированы на этой неделе, прошли в полном объеме. А нашим мамам желаем всего самого хорошего. Ну и, конечно же, сейчас передаем слово нашим коллегам из новостного блока. Якутия, доброе утро. Главные новости к этому часу. Тем временем российская армия получила очередную партию истребителей-перехватчиков. Модернизированный МиГ-31 поставлены Нижегородским авиационным заводом «Сокол» в рамках гособоронзаказа и уже отправлен на аэродромы постоянного базирования. Обновленные истребители имеют те же летно-технические характеристики, что и прежде, но обладают расширенными функциями и возможностями. Президент Владимир Путин подписал закон, по которому иностранные граждане не смогут выступать владельцами российских новостных агрегаторов. Теперь контрольный пакет акций более 50% в отечественных агрегаторах должен принадлежать гражданам России. Более того, владеть новостным агрегатором не смогут иностранное государство, международная организация, иностранное юридическое лицо, а также иностранцы или граждане России, не имеющие гражданство другого государства. Новые требования к владельцам новостных агрегаторов вступят в силу с 1 февраля следующего года. Школа сахарного диабета начала работу в Якутии. С мая текущего года поставлена задача освещения проблемы сахарного диабета среди населения. Врачи Республиканского центра общественного здоровья и медпрофилактики посетили 4 района – Намский, Алданский, Тампонский и Горный. Специалисты проводят лекции для якутян, состоящие из 5 блоков. Лекции состоят из 5 занятий, то есть они представлены у нас для 2-го типа сахарного диабета и для 1-го типа. То есть одно занятие у нас длится около часа, таких занятий всего 5. Пока что программа, она только начинается, поэтому, скажем так, явка пациентов, она не очень большая, но в целом я думаю, что с течением времени эта программа будет очень популярной. Да, 1-й тип характеризуется абсолютным дефицитом инсулина, и эти пациенты, как обычно, молодого возраста, да, а 2-й тип – это чаще заболевания
образование, которое приобретается с возрастом. Но стоит заметить, что в последние годы им страдают также и люди относительно молодого возраста, трудоспособного, и болезнь в целом молодеет. В Якутске наращивают темпы ремонтных работ на сетях и объектах ЖКХ. Так, компания «Теплоэнергия» на сегодняшний день закончила ремонт на 65%. Каждый год предприятие направляет более 90 миллионов рублей на подготовку к осенне-зимнему периоду. На эту сумму должны отремонтировать 146 котлоагрегатов и 568 насосов. Кроме того, ремонтируют 47 километров тепловых сетей, в том числе 33 километра труб холодного и горячего водоснабжения. Отметим, что «Теплоэнергия» снабжает отоплением Октябрьский, Саисарский, автодорожный округ, а также поселки Табага и Марха. У нас ведутся работы котельная радиоцентр, подготовка к текущему ремонту, замена теплоносителя и холодной воды. Дежнева 81/4, 81/6. Закончили ремонт котельная Чернышевская 60, улица Красноярова 19-23. Сейчас на данный момент котельная ДСК, ведутся работы по горячей воде, замена трубопровода, пластик 75 диаметр. Трудностей нету, в принципе по срокам все успеваем. В основном отопительный сезон начинается, когда температура средняя плюс 8 градусов, ниже плюс 8 градусов в течение 5 дней. Бизонов из Дании доставят в плейстоценовый парк Якутии через Магаданскую область. Накануне животных погрузили на речное судно в Сеймчане. Завершилась и экспедиция руководителя парка Никиты Зимова в природный парк Ингелор на Ямале, где исследователь отловил овцы-быков. Парнокопытные перевезены в Архангельск, где их погрузят на морское судно и также отправят в Нижнюю Колыму. Напомним, ранее плейстоценовый парк и пополнили 12 бизонов из Венгрии. Кроме того, Зимов заявлял о планах по расширению территории парка с 20 до 160 квадратных километров при поддержке благотворительного фонда Андрея Мельниченко. Немного ранее мы с нашим гостем в студии говорили о матерях и женщинах, которые заботятся о своих детях. И продолжая эту тему, и в рубрике «Мой доктор» мы расскажем о том, можно ли беременным женщинам совершать длинные перелеты. Ведь сейчас как раз горячая пора отпусков, и, возможно, кто-то задался себе таким вопросом. Доброе утро! Можно ли лететь беременным? На данный момент нет доказательств, что авиаперелет может увеличить риск преждевременных родов, разрыва плодных оболочек, отслойки плаценты. Однако желательно отказаться от перелета после 34-й недели при одноплодной беременности и после 32-й недели при многоплодной. Нежелательны поездки в страны, связанные с риском для здоровья. В аэропорту установлены сканеры тела для проверки пассажиров. Для человека они безопасны. Если вас смущает данный момент досмотра, вы можете отказаться от сканера и пройти ручной досмотр. Уровень радиации в самолете немного выше, чем на поверхности Земли. При однократном перелете ее влияние незначительно. Отдельно про риск тромбоза. Перелет менее 4 часов не увеличивает риск тромбоза. При перелете более 4 часов рекомендуется применение компрессионных чулков. При наличии значимых факторов риска тромбоза возможно назначение низкомолекулярных гепаринов в профилактической дозе накануне, во время и несколько дней после полета. Но это делает лечащий врач. Аспирин не рекомендуется для профилактики тромбоза у беременных. При любом авиаперелете желательно каждый час-полтора совершать прогулки по салону, уменьшить употребление кофеина, пить достаточное количество жидкости. Приятного полета и будьте здоровы! Между тем, продолжая говорить о теме беременных женщин, ученые выяснили, что у женщин, так и не вышедших на оплачиваемую работу после декрета, память в пожилом возрасте на 50% хуже, чем у тех матерей, которые работали. Такие результаты получили исследователи из Калифорнийского университета. Ученые проанализировали данные о более чем 6 тысячах американок, средний возраст которых составлял 57 лет на старте исследования. Всех участниц разделили на 5 групп в соответствии с их жизненной ситуацией.
Каждые 2 года на протяжении в среднем 12 лет женщины сдавали тесты на остроту памяти. Анализ результатов этих тестов показал, что в возрастном промежутке от 55 до 60 лет память у всех женщин сохраняется на примерно одинаковом уровне. Однако после 60-летнего возраста у женщин, которые хотя бы время от времени в течение жизни работали на оплачиваемой работе, память ухудшается все же не так быстро, как у тех, которые никогда не работали с тем же уровнем образования. Ученые предполагают, что такой эффект может быть связан с тем, что работа стимулирует мозг, дает ощущение финансовой независимости и способствует установлению социальных связей. Это очень важно, если иметь в виду, что возрастное ухудшение памяти – один из ключевых признаков болезни Альцгеймера, отмечают исследователи. Ну а мы с вами продолжаем наш эфир, и сейчас хотим с вами поделиться полезными советами. В этот раз они будут посвящены куриным яйцам. Ведь мы знаем, что летом куры хорошо несут яйца, да и скорлупа у них становится более плотной. Вот сейчас как про это мы вам и расскажем, про то, как белок и желток мы смело можем использовать в приготовлении различных блюд, а вот со скорлупой приходится повозиться. Некоторые и вовсе ее выбрасывают. Чем же может быть полезна яичная скорлупа? Далее в нашей рубрике «Полезные советы». Сколько же добра мы выбрасываем в мусорное ведро? Предлагаем вам немного сэкономить и обратить внимание на полезные свойства яичной скорлупы. Еще в древности женщины знали и использовали силу и полезные свойства скорлупы для крепости костей, волос и зубов. Сегодня это народное средство часто используют как удобрение для растений, да и в быту ей найдется применение. Возьмите на заметку наши следующие советы. Отбеливатель. Скорлупу можно использовать как отбеливатель при стирке белья. Правда, для этого годятся лишь белые яйца. Сделать такой отбеливатель просто. Нужно измельчить в порошок скорлупу, наполнить им полотняный мешочек, крепко завязать его, положить в таз или барабан стиральной машины. Натуральный отбеливатель готов. Для мытья бутылок и графинов. Скорлупа поможет при мытье посуды с узким горлышком, в который не пролазит специальный ёршик. Достаточно поместить в сосуд скорлупу от пары яиц, предварительно измельчив ее, добавить небольшое количество теплой воды и пару капель средства для мытья посуды. Затем нужно закрыть горлышко и хорошенько потрясти бутылку. Острые края осколков очистят стенки сосуда. После этого останется лишь тщательно промыть емкость водой, и вы увидите, как засияют чистотой ее стенки. Маска для лица. Содержащиеся в скорлупе минералы можно использовать для создания бьюти-продуктов. Например, из яичной оболочки получается отличная маска, которая смягчит кожу лица и придаст ей сияние. Для ее приготовления нужен порошок из яичной скорлупы от 1 или 2 яиц. Его нужно взбить вместе с яичным белком. Затем полученную смесь нанесите на лицо и дайте ей высохнуть. Позже умойтесь теплой водой. Такая маска одновременно отшелушивает старую кожу и питает минералами. Кальций, например, которым богата скорлупа, способствует регенерации клеток и улучшает цвет лица. Будьте аккуратнее. Измельчить скорлупу нужно как можно мельче, чтобы не повредить вашу кожу. Средства для смягчения кутикулы. Сухая и огрубевшая кутикула портит впечатление от всего маникюра. Исправить ситуацию просто. Нужно взять несколько кусочков скорлупы с сохранившейся на ней мембраной и приложить пленкой вниз на проблемные участки. После того, как мембрана подсохнет, скорлупу можно убрать. За это время целебные вещества из пленки, например, гиалуроновая кислота, воздействуют на кожу, способствуя увлажнению огрубевших участков. Чтобы окончательно смягчить кутикулу, нужно проделать эту процедуру несколько раз.
Чтобы этот день был плодотворным и чтобы вы зарядились энергией и бодростью, я предлагаю сделать утреннюю зарядку вместе с нашими инструкторами. Кстати, для этого вам не обязательно сидеть перед телевизором, а можно просто взять свой мобильный гаджет и найти удобное для вас место. Скачать наше мобильное приложение НВК Саха и следить за нами в прямом эфире прямо оттуда. Ну а если вы уже готовы, то мы приступаем к утренней зарядке. Здравствуйте, меня зовут Павлова Евгения, я старший тренер клуба «Бриллианты Туймады». Сегодня мы покажем вам разминку, а вы сможете повторить ее дома. В этом нам помогут воспитанницы клуба «Бриллианты Туймады». Давайте начнем. Приготовились. Ноги на ширине плеч, руки на пояс. Наклоны головы. Можно вперед и раз, назад 2, в сторону 3 и 4, и вперед 5 и 6, и 7, и 8. Круговые. 1, 2, 3, 4. В другую сторону. И 5, и 6, и 7, и 8. Хорошо. Плечи. И 1, круговые. 2, и 3, и 4. Другая. 5, и 6, и 7, и 8. 2. 1, и 2, и 3, и 4, и 5, 6, и 7, и 8. Хорошо. Волны к себе. Можно и 1, и 2, и 3, пластичнее 4, еще 5, и 6, и 7, и 8. Наклон вперед. И 1, прогнулись назад 2, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8. Хорошо, пружинка. Готовы, ручки в замок. Можно и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мельница. И 1, и 2, и 3. Ручки тянем. 4, и 5, и 6, и 7, и 8. Хорошо, выросли. 3, 4. Ножки вытянули. Ручки поставили сзади, лопатки собрали, подбородок выше. Ножки на себя натянули. 1, стопочки пошли. 2, вперед. И 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8. Держим на себя стопочки. 1, 2. Пяточки отрываем от пола. 4, 5. Стараемся. 6 и 7. Натянули стопочки. 8. Хорошо, волны, ручки в стороны, готовы. И 1 в складочку, и 2, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8. Сложили складочку, расслабляем под коленкой на правую ножку, растягиваем переднюю поверхность бедра. Сидим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сошли. 8. Другая ножка. 3. Переход. 4. И 1, 2, 3, 4 на расслабление. 5, 6. Расслабляемся. 7, 8. Встали. 3, 4. Делайте эти упражнения по мере своих возможностей, они вам помогут взбодриться и поднимут вам настроение. Спасибо. Действительно, ну, я думаю, что немногие наши телезрители смогли прямо точно повторить все движения, которые были в этой утренней зарядке. Но, как было сказано, действительно, главное — это пытаться и пытаться. Ну, а по теме спорта ровно год остался до начала Олимпиады в Париже. Оргкомитет сообщил, что на время игр по всей Франции откроют более 200 фан-зон. 23 из них создадут в Париже. Одной из главных в столице станет фан-зона «Парк чемпионов» рядом с дворцом Шайо на площади Трокадеро. Здесь олимпийские чемпионы смогут отпраздновать свою победу вместе с болельщиками. Еще одним важным местом встречи болельщиков в Париже станет фан-зона Club France в парке Ля Вилет. Здесь будут праздновать свою победу французские олимпийцы. Вход в фан-зоны будет бесплатным. Ожидается, что во время Олимпиады они примут миллионы людей.
Напомним, летние игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В оживленном финансовом районе Гонконга десятки детей в возрасте до 12 лет учатся приемам Вин Чун. Это южно-китайский стиль боевого искусства, которому обучался Брюс Ли. Спустя 50 лет после его смерти он продолжает захватывать воображение молодых людей во всем мире. В спортивном зале маленькие ученики участвуют в спаррингах и отрабатывают приемы. Вин Чун известен быстрыми ударами и приемами ближнего боя. Брюс Ли изучал этот стиль в возрасте 13 лет. Затем разработал свою собственную форму боевого искусства, известную как джит-кундо. Напомним, Брюс Ли родился в Сан-Франциско, но вырос в Гонконге. Он умер от отека мозга в возрасте 32 лет 20 июля 1973 года. Спустя всего 6 дней после этого состоялась премьера самого популярного фильма с его участием «Выход дракона». А теперь переходим к новостям культуры. Уличные художники преображают Приштину, столицу Косово. Это стало возможным благодаря фестивалю художественного искусства, который в эти дни проходит здесь. Участники фестиваля решили разрисовать бетонную стену, которая на 2 километра растянулась вдоль дороги и разделяет западную и восточную части города. По мнению организаторов фестиваля, серая стена создает впечатление, что Приштина еще строится. Художники решили придать этому месту завершенный вид. Как говорит одна из участниц фестиваля, картины привлекут много туристов. Множество людей, которые живут за пределами Приштины, приедут на это посмотреть. Фестиваль уличного искусства в Приштине длится 3 дня. В нем участвуют 100 художников из 28 стран. Но сейчас переходим к новостям культуры. Ловим лето за хвост и отправляемся в познавательный трип. Недалеко от столицы расположился историко-архитектурный музей «Дружба» в Сотенцах Усть-Алданского улуса. Наши коллеги из медиацентра Национальной библиотеки посетили этот музей. Погрузиться в историю Якутии и надышаться свежим воздухом маршрут музея-заповедника «Дружба» обеспечит и то, и другое. Комплекс расположен на правом берегу реки Лена, в том месте, где стоял Якутский острог, перенесенный атаманом Иваном Галкиным в 1636 году. Перед нами копия коч, на котором приплыли первопроходцы Сибири. Он, как символ дружбы народов, был реконструирован в 1996 году в одном из самых известных музеев Якутии под открытым небом. Музей посвящен многовековому содружеству русского и якутского народов. Основан он был народным писателем Якутии Соруном Амолоном. В историко-архитектурный ансамбль собраны старинные постройки и макеты. Здесь предоставляется все. Это у нас православие, это этнография якутов, география. Здесь у нас архитектура, это у нас ландшафт, биология, все. Здесь закон физики. И приглашаются, естественно, дети, молодежь. Архитектурный центр комплекса – копия Спасской церкви, выстроенной в Сашиверском остроге в 1700 году. К северо-западу от храма построена шатровая надвратная колокольня. Территорию храма огораживает тын северными входными воротами, тем самым сделана попытка воссоздать ограду Зашиверского острога, некогда существовавшего над рекой Индигиркой. Наш комплекс построен в 1991 году. Состоит из башни, с колокольни и Спасо-Зашиверская церковь. Купол изготовил местный мастер, местный житель Иван Ильич Парников. Вокруг церкви расположены старинные образцы деревянного зодчества народов Якутии: Зимний балаган, Большая Могол-Ураса, дом купца Басова, усадьба основателя музея Соруна Амолона, балаган Раисы Рясовны Кулаковской, возглавлявшей музей несколько десятилетий. Кроме этого, в музее можно ознакомиться с культурой коренных жителей республики. Здесь собраны коллекции деревянной посуды и национальной одежды, женские украшения, предметы быта и произведения искусства. После экскурсии можете подняться вверх, посетить древние захоронения, начиная с 17-18 веков.
Для удобства туристов мы предоставляем дополнительные услуги. Это гостевые домики, кафе работает, трансфер. Музей – это особенная территория, где совершаются настоящие открытия, происходят невероятные захватывающие путешествия в глубину веков, в ходе которых многое из тайного становится явным. Саина Кларова, Михаил Эверстов, Медиацентр Национальной библиотеки. С 2017 года в Якутске проходили тренинги международного мотивационного тренера Жаната Жусупова под названием «Перезагрузка», организованный Центром развития человека «Саина». За это время тренинги прошли в городах Мирном, Нюрбе, Вилюйске, Намцах, Тулагинах, Хатасах. И вот в ближайшие дни эти тренинги пройдут вновь. О том, о чем будут говорить в этот раз и в чем значимость этих тренингов для каждого, нам расскажет сам Жанат Жусупов, автор курсов. Доброе утро. Доброе утро. Ну, говорят, что успешных и неуспешных людей отличают разные типы энергетики. В чем отличие энергетики успешного и неуспешного человека? Давайте сначала разберем слово энергия. Энергетика люди путают. Потому что, как понять, есть энергетический потенциал у каждого. Он для всех одинаковый, но человек теряет силу того, что неправильный образ жизни, неправильное питание, энергия падает. А энергетика – это состояние, когда более активный человек. Допустим, есть жаворонок, есть сова. То есть у вас, допустим, активность ночью, да, у другого утром активность. Это энергетика. То есть энергия – это статика, а энергетика – это динамика. То есть изменчива она. Если энергия, энергетический потенциал – это константа, а энергетика, она меняется. В чем отличается успешный от неуспешного человека? Конечно же, от чего зависит наш энергетический потенциал. Первое, через человека проходит 60 тысяч энергетических каналов. То, что трактует йога, я сам представитель йоги, представитель цигуна. Нисходящий поток с центра планеты Земля, и нисходящий, то есть с неба, и восходящий. И проходит через эти каналы. И так же, как в электрической цепи, люди делятся. Проводники, то, что называют святые, полупроводники, это мы с вами, смертные, которые ходим в социуме, да, со всеми своими человеческими проблемами, и изоляторы, то есть людям, которым хватает энергии только на тело передвижения. Вот. От чего падает наша проводимость? Первое – это неправильное питание. Неправильное питание, которое выдает в осадок слизь, шлаки, токсины и газообразование. То есть следствие – мы можем поднять энергию свою, если мы очистим свой организм и начнем правильно питаться, чтобы в осадок не выпадало. То есть усвоение этого питания. А второе – это правильное взаимодействие с миром. То есть неправильное взаимодействие с миром приводит к конфликтам. То есть обиды – это все следствие, которое, что оно перекрывает наши энергетические каналы. Не так слишком быстро я? Нет, я стараюсь успевать. Вот это все рассказываем. Главное питание и взаимодействие основные. А теперь давайте рассмотрим, что больше, от чего человек наполняется энергией. Первое, как ни странно, из 100% энергии 80%, когда человек занимается любимым делом. А второе уже, это как, если вы будете как сотовый телефон каждый день заниматься, заряжать его, также есть энергетические практики. То, что мы даем на своих тренингах. Из йоги, из цигуна. Но основное поступление – это занятие любимым делом. Как говорится, влюбленный часов не наблюдает. Это своего рода медитация. Вы пришли в телестудию, и если вам она нравится, вы рассмотрите уже вечер. Это, значит, любимое дело. А когда человек посмотрит, когда же обед, когда же вечером домой уйти, это, скорее всего, нелюбимое дело. И, так, соответственно, энергия не поступает. То есть это касается только работы или, например, любимое хобби, если есть как отдушина? Желательно заниматься любимым делом, потому что любимое дело – это самое высокодоходное. Потому что, я же говорю, основное поступление энергии, когда человек занимается любимым делом. А когда у вас идет расфокусировка, вы на работу идете из-за того, что как бы материальную часть закрыть, а здесь душа куда тянется, тогда идет, как говорят, шизофрения, то есть ум расщепляется. Что снижает наш уровень энергии? Я уже только сейчас сказал, то, что неправильное питание, она приводит в осадок слизь, шлаки, токсины и газообразование. И человек, носитель среднестатистически около 20 килограмм носит он. Поэтому тело надо очищать физически и научиться правильно взаимодействовать с миром. Если вот у вас дату рождения мне дадите, я примерно скажу, с какой данностью у вас уже есть, и где будет у вас конфликт сознания, и как вам надо поступать. Прямо сейчас?
Могу и сейчас, просто время его занимает. И сегодня у нас будет тренинг «Бизнес через призму цифр». То есть вы не поверите, бизнесмен, они ходят на тренинги какого плана? То есть закрыть свои профессиональные компетенции, стратегию поменять, командообразование, чтобы в команде не было конфликтов, дисциплину наладить. Но моя статистика, исходя из своих консультаций, это не закрытие 9 компетенций своих, в том числе энергия человека, потому что деньги – это есть прямая профессиональность нашей энергии. Сколько у нас энергии, столько будет денег. Ну, не могу не воспользоваться моментом. 22 сентября 80-го. Мне надо ручку быстренько. Ручку. 22 сентября, сразу скажу вам, вы человек креативный, человек, которому нельзя категорически работать в системе, потому что креативному человеку надо постоянно идеи. Если вас запихать вам инструкции, инструктаж четкий, вы будете как раз энергетически сдуваться. Вам надо постоянно новое, вы новатор, вам надо новые люди, новые какие-то идеи, новые. Но в минусе вы будете вечно недовольным собой. Вы человек отдающий. То есть у вас будут последние деньги, вы готовы спокойно отдать. Но также вам приходят мистические деньги. Но в минусе вы можете быть революционером. То есть первый, кто поднимет бунт на революцию, это вы. Ну, еще какой-то 9-е, что там еще, какой год? Спасибо, 80-й. 80-й год. Значит, вы человек идейный, в молодости, скорее всего, были стремительные, динамичные, сильное желание отдавать людям. Поэтому вам надо научиться закону, не просят, не отвечай, не спрашивать, не отвечай, не просят, не давай. То есть научиться правильно отдавать. Неправильно отдавать деньги, у вас тоже будут конфликты с деньгами. Человек идеи. Будет идея, вы все, как воин, для вас очень важно победить. А не будет идеи, вы будете просто лежать на диване и неделями можете лежать. Это так я вкратце сказал. Ну, я бы хотел сказать, да, где-то примерно 90% примерно. Ну, если вы придете, вот, допустим, сегодня, я не видя человека, скажу ему, так, сколько компаний человек? Он говорит, 200. Я говорю, у вас должно быть еще 7 исполнительных директоров, потому что на наше поле Wi-Fi способны для мужчин 30 человек в своем поле. Обязательно должен человек быть. И дайте мне даты рождения каждого вашего исполнительного, и я скажу, как с ними надо взаимодействовать. Это 100%, не 100, 90%, просто люди в шоке, потому что есть влияние. То есть наша дата рождения – это комбинация цифр в этом воплощении. И цифры для ведущих людей очень много дают подсказки. Вы сказали, что курсы уже сегодня начинаются? Сегодня уже будет только для бизнесменов, для предпринимателей. То есть, казалось бы, дата рождения, а я 4 часа буду говорить. Можете себе представить, как двигаться? Я скажу, какие примерно у вас есть проблемы в бизнесе. Вот. Это есть 9 компетенций личных, есть 9 компетенций профессиональных. Когда человек и это у него есть, это называется бренд, то, что сейчас модно. Но люди часто будут... Я думаю, нашим зрителям интересно узнать расписание ваших тренингов. Расписание сегодня уже, только сейчас я прилетел в 5 часов с корабля на бал, сюда, двое суток, считайте, летел, в дороге был. Сегодня уже пол-седьмого будет на Курашова 28/2, приглашаю всех бизнесменов, предпринимателей. Вы, честное слово, я вас удивлю. Я вас первый раз буду видеть, но я вам все скажу. Скажите своих жен, скажите своих компаньонов, предпринимателей. Я скажу, как правильно взаимодействовать. Мы сказали. Не для бизнесменов? Кто хочет открыть свое дело, пожалуйста. А для небизнесменов у нас специально есть тренинг, называется «Код души». А 3 числа у нас уже будет презентация. Как раз я буду презентовать систему успеха Сейка, куда ходит 6 тренингов. В том числе то, что мы с чего начали. Энергия. Сейчас все упирается в энергию. Если у нас хронические заболевания, утечка энергии. Если у нас проблема в семье, то есть один вынужден вампирить другого. Часто это бывает женщины. То есть в семье должны друга наполнять. И когда кто-то не дополняет, происходят конфликты, скандалы, ссоры, то есть утечка энергии. Если у человека не цели, не целеустремленный, то есть от слова цель, стремление. Стремление от слова всадник бьет стременами лошадь. То есть не свои цели, человек теряет много энергии. Надо быть целенаправленным. То есть то, что задумано Творцом, то есть реализация нашей души. А если у человека есть обида, само собой есть утечка энергии. Если человек занимается нелюбимым делом, вот это все вместе, об этом речь. Где надо нам сохранить энергию, где, чтобы не утекала энергия. И 3, наполнить надо энергией. То, что я сказал, люди делятся проводники, полупроводники и изоляторы.
Очень видно, что, Жанат, тут действительно очень мало времени в рамках нашей программы, да, очень много информации. Вы можете нам, может быть, контактный телефон, по которому можно будет нашим телезрителям? А у нас мой организатор Саина, телефон ее надо посмотреть, я не помню наизусть. Саина, заслуженная артистка Республики Саха-Якутия. Здравствуй, Якутск, как ты живешь? Ну, я думаю, все должны знать ее. Хорошо, тогда просто даты и расписание еще раз. Значит, дата сегодня, 2 августа, 18:30, 4 часа будет идти бизнес через призму цифр. Завтра, 3 августа, у нас будет в это же время, 18:30, презентация системы успеха Сейка. Потом у нас будет пятница, суббота, воскресенье с 9 до 7 вечера. Полное погружение в систему успеха Сейка. Будет занятие идти. Потом у нас будет песня-терапия. Я еще пою. Вы слышали мою песню «Якутск»? Я же сочинил песню «Якутск». Я слышал. Вот, это я сочинил. Значит, у меня сегодняшний день 5 альбомов. Это будет песня-терапия, это новое направление психологии. Потом у нас будет во вторник «Код души», потом у нас будут личные консультации, и потом уже будет опять пятница, суббота, воскресенье продвинутая система успеха Сейка. Друзья, телефон 738-533, мне подсказывает 738-533, по этому телефону вы можете узнать более подробную информацию. Жанат, большое вам спасибо. Я, кажется, зарядился энергией, как я думаю, наши телезрители от вас. Ну а сейчас, друзья, мы передаем слово нашим коллегам из новостного блока. Якутия, доброе утро. Теперь к новостям. Якутия получит федеральное финансирование на обустройство в мастерских колледжах. Глава региона провел планерное совещание с руководством администрации главы и правительства республики. Эстон Николаев сообщил, что для дальневосточных колледжей из федерального бюджета будут выделены средства на обустройство современных мастерских. Он поручил проработать вопросы, связанные с обустройством мастерских, и обеспечить участие якутских учебных заведений в данной программе. Также рассмотрен ход работ по обеспечению северного завоза кормозаготовительной компании, подготовки к отопительному сезону и борьбе с лесными пожарами. Якутские коммунальщики придумали новый метод борьбы с камышом. Если раньше незваного гостя городских улиц приходилось скашивать вручную, то теперь на помощь специалистам приходит настоящее ноу-хау – акриловая ткань. Нетканный покрывной материал не пропускает солнечный свет и кислород, тем самым воздействует на корневую систему растения и предотвращает повторный рост. Пробуют эту агрономическую новинку вблизи детских площадок и частного сектора, ну а ее эффективность можно будет оценить уже следующей весной. На самом деле это очень хищное растение, которое захватывает территорию за территорией. Если мы вспомним, ранее в Якутске столько камыша не было, как сейчас. Плюс этой методики в том, что мы в любой момент можем материал снять и использовать его повторно на других территориях. То есть в самом начале лета мы уже можем с уверенностью сказать, что мы можем регулировать его рост. Массовое цветение лилии все желающие смогут лицезреть в рамках фестиваля «Северные лилии». Его устраивает ботанический сад Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН 4-й год подряд. Экскурсии, мастер-классы, семинары по выращиванию и уходу за цветами, фотосессии, а также различные конкурсы для всех желающих, в том числе и для юных посетителей. Лилии устойчивы к болезням, вредителям стабильно цветут и, что самое главное, стойко выдерживают суровые зимы Якутии. С каждым годом охват все шире, мероприятий все больше и, естественно, лилий все больше и краше. Каждый год мы проводим в ботаническом саду Института биологии экскурсии. Люди приходят, смотрят, любуются красотой лилий. Да? Потом в следующие 2 дня мы проводим сам фестиваль, проводим разные конкурсы, проводим разные мероприятия, мастер-классы, семинары. Все о лилиях, все о красоте, все о ландшафтном дизайне, все о флористике. В течение 2 недель в Амгинском улусе работала летняя творческая смена Милены Борисовой. Завершилась она отчетным концертом. А вот уже несколько лет певица, мелодист и отличной культуры Якутии, член Союза мелодистов, проводит летние творческие смены. В этом году в Амгинском улусе, где 20 детей учатся азам пения, во время каждой смены пишут новые песни и снимают на них клипы. В этом году песню посвятили году педагога и наставника в республике, а также юбилею Амгинской средней школы номер 1. А на отчетном концерте на эту песню презентовали и клип. Меня зовут Анна Мария, мне 9 лет. Я очень люблю петь.
Наш день начинается с зарядки, потом с пения. Благодаря этому лагерю у меня появилось много друзей. Я научилась петь и красиво танцевать. Оставайтесь с нами и хорошего дня. Еще раз желаем всем нашим телезрителям доброго утра и бодрого начала дня. Хотелось бы повторить немного погоду в Якутске. Сегодня на 6 часов утра температура воздуха была 13 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 1 метр в секунду. И сегодня днем у нас без существенных осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 21 градус. И, кстати, сегодня ночью, да, ну, мы, наверное, пропустили, надо было посмотреть в окно. Если не было облаков, то можно было увидеть суперлуние. В августе суперлуние можно будет, да, увидеть 2 раза. То есть это было первый раз, это было сегодня ночью, да, 1 августа уже случилось. А второе суперлуние произойдет 31 числа. В это время полная луна кажется больше и ярче из-за своего положения относительно Земли. Всего в 2023 году спрогнозировали 4 явления, одно из которых уже было в июле, а последнее можно будет увидеть 29 сентября. Суперлуние происходит из-за эллиптической траектории вращения спутника вокруг нашей планеты, поэтому в момент максимального сближения с Землей достигается перигея. Луна будто увеличивается в размерах и ярче светит на небе. В такие периоды естественный спутник может казаться на 14% больше и на 30% ярче, чем обычное полнолуние, пишет Daily Mail. Действительно, по-моему, вот как раз-таки прошлое суперлуние я увидел. Была такая очень красивая большая луна. На этом эфир наш подходит к концу. Оставайтесь вместе с нами на телеканале Якутия-24. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Утро Якутии». До новых встреч в эфире уже до завтра, друзья.